Добрый день, добрый вечер, Инна. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, вот потихонечку собирается. Вот Инна, Ирина, Полина. Слышно меня? Слышно меня? Добрый вечер. Да. Слышно меня, да? Видно? Видно? Да. Меня? Ага. Так, потихонечку начнем, что ли? Время, да? Угу. Ну, давайте потихонечку начинать, остальные присоединятся. Пока еще у нас немного участников, всего 3. Ну, я думаю, по ходу будут присоединяться. Ну и еще сегодня одна будет конференция в 19 часов. Вот. Ну, я вижу тут девочек, которые уже участвовали в прошлой конференции. Вот Полина Затеева участвовала, да? Может быть, и нет смысла объяснять, да, что это такое, что за проект, что за конференция, чему она посвящена, но я все же несколько слов скажу. Вот для Инны. Инну я принимаю сейчас, да? Инна. Слышно меня, Инна? Так. Я несколько слов скажу, что это проект Уфимского дома детского творчества и Союза писателей Республики Башкортостан, да, и при содействии Фонда развития гражданского общества. Проект осуществляется с помощью... Так, вот Инна, куда же делась? Проект осуществляется с помощью сайта Клуб юных писателей и поэтов Республики Башкортостан. Вот. И об этом проекте, о его положении можно узнать на сайте, который так и называется «Клуб юных писателей и поэтов Республики Башкортостан». Вот. Дело в том, что с 1 декабря начнется конкурс, который называется «Лукоморье», конкурс сказок, на который каждый из детей от 10 до 18 лет может прислать свою собственную сказку, сочинить и прислать. Так, сейчас, секунду. Просить. Вот. Угу. Вот видео включилось. Каждый желающий может прислать сказку. И вот моя роль заключается в том, что я рассказываю деткам о том, как правильно написать сказку, правильно, грамотно. Это у нас сегодня уже 8-е занятие. Будет всего 24 занятия. Закончится конкурс в марте следующего года написанием и изданием книги ваших сказок. Вот. Сказки будут отобраны в книге жюри, в книгу жюри, которая оценит по 5-бальной системе. И, значит, критерии оценки тоже можно узнать, войдя на сайт. Вот новый участник появился, да? Новый участник появился у нас. Войдя на сайт, на тот же самый сайт Клуб юных поэтов и писателей. Да, вот. Слышно меня? Слышно меня? Клуб юных писателей и поэтов Республики Башкортостан. Все нормально?
Все нормально? Не слышу я почему-то. Переведите меня организатором, и я буду регулировать процесс. Сейчас попробую. А где вас найти? Вот сейчас табличка исчезла. Табличка. Федрат Моносип ДДТ. А где у меня участники-то? Вот сейчас. Ага, вот все вижу. Ага. Дополнительно, да? Да. Вот, все перевожу, все. Да, все перевожу. Ага. Перевела? Хорошо, вижу. Ага, ну все, продолжаем тогда, да? Да, работайте. Да, продолжаем. И вот этот проект закончится изданием книги ваших сказок. Вы станете вот настоящими писателями. Но чтобы написать сказку, я уже рассказывала, надо многое знать. И мы уже изучили, как придумать главного героя, как придумать сюжет сказки, построить композицию. Я просто повторяюсь, рассказываю о том, чем мы уже занимались, да? И какие бывают вообще сказки, какие жанры сказок бывают. На прошлом занятии мы рассматривали жанр русской народной богатырской сказки. И я подумала, что все-таки нельзя обойти вниманием и башкирскую народную богатырскую сказку. И сегодняшнее наше занятие как раз и посвящено вот этому интереснейшему явлению башкирская народная богатырская сказка. Богатырская сказка у башкир отличается от русской народной сказки очень многими показателями, ну, хотя бы своей какой-то вот такой композиционной сложностью, да, и затейливостью. Вот даже мне достаточно сложно было читать и воспринимать эти сказки поначалу, но в конце концов как бы я вникла, и мне стало интересно. Не сразу эти сказки даются, может быть, поэтому если вы захотите их почитать, надо иметь какое-то терпение. Я вам покажу вот книгу такую «Башкирские сказки и легенды». Вот она. Ее можно взять в библиотеке, и там есть целый раздел, такие вот башкирские народные богатырские сказки. Они отличаются от русских народных еще рядом особенностей. Например, богатыри в этих сказках рождаются часто от волков и от медведей, да, потому что вот мы знаем, что башкирский народ боготворит и вот этих животных, потому что до сих пор еще очень много в наших лесах, глухих и в бурзианских лесах, и во многих других до сих пор проживает очень много медведей и волков, да, это вот они обитают на нашей территории. Само название башкорт произошло от словосочетания «голова волка», да? Поэтому вот это нашло отражение и в башкирских народных сказках. Вот, например, в сказке... еще там, конечно, богатыри рождаются и от таких вот сказочных чудовищ, которые называются девами. И вот мы начнем с такой небольшой богатырской сказки, которая называется «Два близнеца». И здесь вот эти два близнеца, два богатыря родились у прекрасной царевны, которая была единственной дочерью царя, и она как бы любила вот спать в яблоневом саду. И ее навещал постоянно Дев, и в конце концов у нее родились вот два близнеца, брата, которые росли не по дням, а по часам. За один час они вырастали как за один день они вырастали как за 1 месяц. И когда им исполнилось всего 3 месяца, они начали играть в футбол таким каменным мячом и сокрушили в царстве много домов, как бы нанесли большой урон, потому что у них было очень много силы. Царь рассердился на них и заточил в чугунный дом, чтобы они не баловались, да?
И вот один из братьев крепко заснул, а второй долго слонялся по дому, потом, наконец, он ударил ногой об стену, и появилась трещина, он вышел сквозь эту трещину, нашел себе на конюшне коня, оседлал и, как в сказках это бывает, отправился на поиски приключений. Вот он долго ехал, скакал на своем коне, пока не увидел какой-то вот такой мост, он спрятался под этим мостом, и вдруг к мосту прилетел пятиглавый Дев. Дев – это вот, можно сказать, то же самое, как в русских народных сказках, наверное, Змей Горыныч. Вот. Но здесь Змей Горыныч, если обычно извергал из своей страшной пасти огонь, то девы, они в башкирских сказках огонь не извергают, но тоже не любят, когда пахнет человеческим духом. И вот Дев такой принюхался и говорит: фу-фу-фу, человеческим духом пахнет, и выходи, кто ты там. И вот этот мальчик-богатырь вышел и стал с этим Девом сражаться, бороться, и в конце концов своим волшебным мечом отрубил ему 5 голов. Да? Потом, как мы уже говорили про магию цифр, в сказках обычно действия повторяются где-то по 3 раза. И здесь тоже и в башкирской народной сказке работает та же магия цифр. Трижды юному богатырю пришлось сражаться с девами. Но по нарастающей следующий дев имел 7 голов, и его тоже победил богатырь, да, все головы ему срубил. А потом, значит, 10-головый дев на него напал, и его богатырь победил. Вот, то есть на что же тогда богатырь, если он не побеждает девов и змеев Горынычей? И тогда жены девов, у девов были жены, и мать была, вот, они решили отомстить богатырю. И одна придумала такую месть, что она нашлет на землю страшный дождь проливной и превратится в дом. Богатырь во время дождя захочет укрыться в этом доме, и тогда она его там придавит стенками этого дома. Вот вторая жена Дева, Семиголовая, решила устроить засуху и превратиться в дерево березу. И когда богатырь, измученный от жары, увидит березу, он подойдет к дереву, и она его там погубит. А третья жена решила стать ручейком, и когда богатырь перешагнет, попытается перешагнуть через этот ручеек, она разольется широкой рекой, он утонет. А мать девов решила превратиться в дикого кабана и просто съесть богатыря. Вот такие были планы отмщения богатырю, да. Но он как бы узнал об этих планах, вернулся за своим братом-близнецом, разбудил его, и они придумали, как им одолеть врагов. Они сплели 2 больших корзины, набрали в эти корзины родной земли, вот, закрыли их и отправились в путь обратный на лошадях, на конях, да. И вот они, когда во время дождя увидели дом, то они не стали туда заходить, а ударили по этому дому вот этой корзинкой с землей, и дом разрушился, и вместо него потекла черная река. Также случилось и с березой, вместо березы потекла черная кровь черной рекой, да. Также случилось и с ручейком. И также случилось, когда на братьев-близнецов-богатырей решила напасть злая кабаниха, да. Они ударили ее корзиной с землей, и тоже потекла черная река. Вот так 2 мальчика-близнеца превратились мощных богатырей по этой сказке башкирской, которые долгие годы защищали вот свой народ от напасти, воевали за него и так далее. Вот такая достаточно интересная сказка.
Ну, во всяком случае, среди русских сказок я таких сюжетов интересных и замысловатых не встречала. Но, пожалуй, чтобы я не буду оставлять напоследок, чтобы нам очень подробно разобрать, да, самую известную и самую яркую башкирскую сказку, которая наверняка и вам тоже известна, это, конечно же, Урал-Батыр, да, Урал-Батыр. Есть и сказка Урал-Батыр, есть и эпос Урал-Батыр. Они несколько отличаются друг от друга, потому что эпос написан в стиле кубаиров, то есть таких стихотворных размеров, да, как стихотворение длинное. А сама сказка написана в прозе, и по сюжету она, в принципе, повторяет эпос, но она более такая сконцентрированная, более, может быть, даже и понятная вот детям. Ну, начнем с того, что, как всегда, в сказках жили-были старик со старухой, и у них никого не было, и ничего не было, кроме двух детей, мальчиков, Шульгена и Урала, да. И вот рано или поздно старуха совсем состарилась, умерла, а старик еще был богатырем, он ходил на охоту, охотился, кормил сыновей, и все время, уходя из дома, он настрого запрещал им трогать бурдюк с кровью диких животных. Уходя на охоту, он отпивал вот эту кровь и наполнялся необыкновенной силой богатырской. Вот. Дети слушались его и не трогали этот бурдюк, никогда не открывали. Но однажды в их дом, когда отец ушел на охоту, пришла женщина и стала их уговаривать попробовать эту кровь. Она их подзуживала, говорила: ну что же вы такие послушные, не хотите попробовать крови, стать такими же сильными, крови диких животных, такими же сильными вы станете, как ваш отец. Но они долго не соглашались, пока, наконец, Шульген решил нарушить запрет отца, да, и он выпил этой крови диких животных и превратился сначала в медведя, а потом в волка. То есть он превратился в дикого зверя. А женщина обернулась змеей Юхой, змея Юха. Это вот очень популярный образ змеи Юхи в башкирских народных сказках. Это коварная такая героиня многих сказок, которая вот своих героев подбивает на нехорошие поступки. А Урал все-таки не переступил через запрет отца, и вот он стал батыром, да. И тут вот на землю, где жил Урал, пришла беда. Наступила засуха, все речки высохли, трава поникла, деревья тоже потеряли свои листочки, стало нечего есть, стало очень плохо жить людям. И тогда люди обратились к Уралу с просьбой, чтобы он нашел источник вот, с живой водой, да. И чтобы его найти, он находится далеко, чтобы его найти, ему посоветовали найти коня Акбузата. Урал нашел такого коня, но не так-то просто его оказалось обуздать. Конь постоянно пытался сбросить его, и как бы вот подпрыгивал до небес, но Урал цепко держался за него и все-таки добрался до источника с живой водой, который охранял, опять же, многоголовый Дев. Да? Но у Урала-Батыра был алмазный меч, который достался ему в наследство от отца. И вот увидев этого Дева, Урал-Батыр
Урал-Батыр вызвал его на бой. А по пути случилось, по пути к этому деву Урал-Батыр встретил девушку, которая несла на себе тяжелый мешок. Он ее спросил, кто она такая, и она рассказала, что Дев похитил ее, она царская дочка, Дев похитил ее и превратил в свою рабыню. Она вынуждена каждый день носить вот в этом мешке цветные камушки для того, чтобы дети Дева играли с этими камушками. Девушку звали Карадаш, да? Урал-Батыр взял с собой Карадаш и дал ей такой курай, сказал, что если я пока буду сражаться с Девом, если с конца курая будет стекать молоко, значит, я жив-здоров, а если польется кровь, значит, я погиб. И вот Карадаш играла на этом курае, пока Урал-Батыр сражался с Девом несколько дней и ночей. И как бы Дев был очень мощный, он его подбрасывал высоко, Урал-Батыр уходил по пояс в землю, потом по шею в землю, потом, значит, Урал-Батыр подбрасывал Дева. Вот это сражение длилось очень, очень долго, и, наконец, Урал-Батыр победил Дева. Он его подбросил так высоко, что Дев ушел глубоко под землю и погиб. И на этом месте, вот согласно легенде, и возникла знаменитая наша гора, которая называется Янгантау. Да? Вот в чем интересно особенности башкирских сказок, что они практически о каждой реке, о каждой горе существует легенда, да, то есть об ее происхождении. Но на этом приключения не закончились Урал-Батыра. Он нашел источник живой воды, но, однако, источник был пуст, воды там не было. Всю воду выпили джинны и пяри. Пяри – это тоже такие вот сказочные существа, которые и на него тоже нападали. То есть воды совсем не осталось в этом роднике с живой водой. Вот. И ни мало, ни много все-таки Урал-Батыр решил победить вот Ажаль, саму смерть. И для этого ему пришлось сразиться с одним девом, который уже был там 9-головым. И этого дева он все-таки победил в конце концов, так же, как первого дева, и вогнал его в землю. И в том месте, где он вогнал дева в землю, образовалась другая гора, которую называют Ямантау. Янгантау и Ямантау. Вот по версии башкирской сказки, это горы, которые образовались в результате победы богатыря над страшными девами. Ну, а дальше получилось так, что Урал-Батыр, конечно, Акбузат, конь Акбузат ему помогал в этих сражениях, являлся в нужный момент, да. И когда Урал победил девов, Акбузат появился, Урал-Батыр взял Карадаш с собой, и они отправились на родину и стали жить вместе. У них родилось 3 сыновей, которых Урал-Батыр назвал Идель, Хакмар и Яик. Вот такие имена он им дал, да. И все стало хорошо, снова наступил мир на земле Урала-Батыра, народ начал плодиться, людей стало много, но в результате исчезла питьевая вода вот по этой сказке, и стали страдать люди от того, что нет воды. И вот дальше очень интересно. Поворот этой сказки, интересный поворот. Урал-Батыр пожертвовал своими сыновьями ради своего народа. И он отправил Идель, своего старшего сына, Хакмар и Яика, отправил на поиски воды. Да? И Идель
Идель очень долго шел, да, вот искал эту воду, оставляя позади себя глубокие борозды, глубокие следы. Он шел, пока не дошел до реки, где жили камы-выдры. Вот, ну, скорее всего, это река Кама, да, и соединился с этой рекой, а когда обернулся, увидел, что по его следам течет река, большая, широкая, красивая, которую и назвали Агидель. Да, эту реку мы с вами все знаем. И наверняка переезжали через Агидель по мосту, купались летом в ней и так далее. Это наша любимая река Белая. Вот такая красивая легенда существует. А сын Хакмар оказался менее терпеливым, чем Идель. И он, пройдя небольшой путь, подумал, а почему я должен мучиться? Почему я должен куда-то идти? И соединился с Яиком. То есть по легенде вот так они, два брата, стали двумя реками, Хакмаром и Яиком. И вместе текут, значит, по нашим вот полям и равнинам. Вот такая красивая сказка. Но она еще не закончилась на этом, а Урал-Батыр прожил по сказке, согласно сказке, 100 лет и совсем стал немощным, одряхлел, начал умирать. И тогда люди вот в благодарность за его подвиги пришли к его одру, стали умолять пожить еще, да, и появился какой-то мужчина, который принес целый рог живой воды. Он все-таки добрался до этого источника живой воды и принес вот Урал-Батыру этой воды и попросил эту воду выпить, чтобы он жил дальше, да. А что делает Урал-Батыр, мы же тоже знаем, да, он набрал эту воду в рот, не потеряв ни одной капли. И нет, сначала он сказал, я один человек, а вас, людей, много, вы целый народ. Народ должен жить. Он набрал в рот воды и опрыскал этой водой все вокруг. И вся природа ожила, зазеленели листья, взошла трава, появились красивые плоды на деревьях, да? Все зацвело, засияло, засверкало, а Урал-Батыр все же вот пожертвовал своей жизнью, он умер. И люди, благодарность об его подвигах, каждый приносил по горстке земли на его могилу. И так много пришло людей с землей, что появилась на могиле гора Уралтау, да? Гора Уралтау. И его вот останки, по легенде, по сказке, останки Урал-Батыра превратились в драгоценные камни. Ну, мы знаем, что Урал богат драгоценными камнями, да, вот так вот люди создали такую красивую легенду, а его кровь превратилась в масло земли, да, или нефть. Мы знаем о том, что в Башкирии много нефти, да, и до сих пор ее добывают. Вот такая совершенно замечательная сказка башкирская народная об Урал-Батыре существует. Но и, может быть, в сказке нет такого персонажа, как птица Хумай, птица счастья. Она присутствует уже в легенде Урал-Батыр, да, в эпосе Урал-Батыр. Но в сказке вот птицы Хумай почему-то нет. Хотя это тоже очень интересный персонаж. Вот таким образом особенность башкирских народных сказок в том, что они все связаны с нашей вот прекрасной, совершенно потрясающей природой. И практически про каждую речку, вот я много путешествовала по Башкирии, практически про каждую речку сложена легенда. Будь то вот речка Айгир,
там тоже есть своя легенда. Будь то речка Белая, вот недавно я там побывала в селе Охлебинино, и мне рассказали очень интересную легенду, связанную с такими горами, которые называются Колпаки. Вот их видно из Охлебинина. И легенды тоже повествуют, как правило, о какой-то вот несчастной любви девушки и парня, из-за которой оба погибают, и на их месте вырастает или гора, или появляется река. Вот. Таких легенд очень много. И я вам советую поискать эти легенды, почитать, потому что, ну, надо знать историю своей родины. И интересные такие вот сказки башкирские, богатырские, где сюжеты тоже повторяются, и появляются совершенно новые такие персонажи и герои, чем-то, может быть, вот напоминающие и русские народные сказки. Вот я сейчас объясню, что это за персонажи. Это вот такая сказка «Сын волка» Сантимир Пихлева. Она очень большая, я не буду вам ее пересказывать, если вы захотите, прочитайте. И Аю-Галак сказка тоже о богатыре. Аю-Галак сын медведя, а Сантимир сын волка. И там как бы сюжеты повторяются, и Аю-Галак и Сантимир тоже в своих приключениях они встречают батыров, там двух батыров, и так случается, что они спускаются в подземное царство, где встречают старика-карлика с огромной длинной бородой, как вот в сказке Руслана и Людмила, да, и вот герои Аю-Галак и Сантимир побеждают этого карлика с огромной бородой, который пытается им как-то навредить, вот, пытается съесть их пищу и так далее, и так далее. Но и по сюжету, и в той, и в другой сказке друзья, батыры, все-таки предают главных героев, да, и Аю-Галака, и Сантимира, когда они выбираются из подземного царства, то есть вот они обрезают в одном случае веревку, в другом случае перерубают палку, и герои падают опять на дно, и там снова начинается их приключение. То есть это вот тоже достаточно необычные и сложные, со сложным сюжетом башкирские народные сказки. Вот я настоятельно рекомендую прочитать вам эти сказки, чтобы почувствовать своеобразие вот этноса, в котором мы живем все. Ну, может быть, какие-то вопросы появятся? У кого-нибудь есть вопросы? Полина, есть вопросы? Внимательно так Полина Затеева слушает, смотрит на меня. Никаких вопросов. Ну, ты, вот, Полина, читала сказки башкирские? Хоть одну сказку читала какую-то, знаешь, слышала? А какие читала сказки? Про Урал-Батыра, наверное, читала, да? Я вот не вижу участников других, только Полину вижу. Вот 9 участников уже, да, у нас? В принципе, можно и в чате задавать вопросы. Вот. Обратной связи у нас нет, да? Ага, вот, появилась.
Напиши, пожалуйста, я тебя не слышу. Напиши в чате, в чате. Включите, пожалуйста, звук. Вот Инна хочет что-то задать. Организаторы. Или в чате напишите вопрос. Ну, пока вы думаете, какой вопрос задать, я еще раз напомню, что... Да-да, слушаю. Полина, включите микрофон. Ага. Ага, вот Полина читала сказку «Птичья нога», главная героиня Галия, да? Это башкирская народная сказка. Но это, наверное, не богатырская сказка. Сегодня же мы обсуждаем богатырские сказки. Вот. Я спрашиваю про богатырские сказки и про богатырей башкирских, которых вы знаете. Ну, пока вот вы думаете над вопросами, я просто еще раз напомню, что на WhatsApp я создала группу «Лукоморье». Вот Полина уже вошла в эту группу. Ну, пока еще не очень активно люди туда входят, да, но там вот можно уже конкретные вопросы задавать по вашим сюжетам, по вашим сказкам. Какие-то советы я буду вам давать, как, допустим, написать сказку, чем вам помочь. Так что вот заходите, присылайте. Телефон мой 8 917 742 0788. Но обязательно пишите имя и фамилию, потому что без этого я не могу вас включить в группу с именем и фамилией, имя, фамилия, свой телефон. И тогда, значит, вы будете подключаться к группе «Лукоморье». Вот кто-то из вас уже придумал героя или сюжет будущей сказки? Напишите мне в чате, или вот если звук появится, можно голосом спросить, сказать. Так. Светлана Марселевна, у нас время выходит сейчас. Ага. Ну, хорошо. Ну, осталась хорошо. только одна участница, А поэтому вот я... Ага. Да, и вот будем готовить. 2 работы Полина написала, но я думаю, что можно обе работы отправить на конкурс, если они готовы. Вот, ждем. Но время закончилось, вот еще в 19:00 у нас конференция. Я прощаюсь с участниками. До свидания. Говорить? До свидания. До свидания. Пока-пока.